Когда самолет прилетает в Уфу, все стараются проехать скорее в город, все спешат. И вот по пути в Уфу, прежде чем мы видим название города, мы видим баннер, и на нем написано «Федор Иванович Шаляпин в Уфе был». А все ли об этом знают? Да, он был в Уфе, но очень давно. Это был в 1890 году, казалось бы, такое отдаленное уже расстояние от нас. А нет, мы помним. Пройдешь по городу, смотришь, на здание дворянского собрания мемориальная доска висит, здесь пел Федор Иванович Шаляпин, а рядом памятник стоит в красивом белоснежном портике. А еще немножко пройдешь в сторону нынешнего, я даже не знаю, сейчас это только что отстроенное теперь здание, а раньше это была земская управа. А там Шаляпин работал. И еще есть места, которые связаны с этим именем. А как же так это случилось? Как произошло? Каким ветром занесло Федора Ивановича Шаляпина, великого русского певца, которого называют непревзойденным гением в мире, в нашу уездную, маленькую, одноэтажную практически Уфу? И вообще, как случилось, что мальчик из бедной крестьянской семьи, родители были вятскими крестьянами, родившийся в Казани, как он вдруг оказался в качестве артиста уже в Уфе? Тем более это интересно, что было-то ему всего тогда 17 лет. А еще мы узнаем, что, оказывается, в этот же период он еще и стал солистом. И вообще говорят о том, ученые люди, что Шаляпин-то начинал профессиональный свой путь в Уфе. Вот об этом мне обо всем хочется рассказать. Что же это за чудо такое был Федор Иванович Шаляпин? И почему до сих пор равного ему еще не родилось, и ближайшее будущее подсказывает мне, что-то его еще не родит? Ну, начнем с того, что этот мальчик, плод от плоти, русский человек, он очень любил петь. Песни его, собственно, он так и говорил, что я даже не знаю, почему пою, вот зачитаю. Для меня, правда сказать, и просить-то меня не надо было. Пелось как-то само собой. Певал я часто с матушкой моей. Она была очень милой домашней песельницей. Голос был простой, деревенский, но приятный. Мы часто голосили с ней разные русские песни, прилаживая голоса. Пелось мне, говорю, само собою, и все, что пела, меня привлекало и радовало. Кроме того, там, в Казани, ведь жизнь-то его не баловала. Ох, как он тяжело жил в детство. Хоть и вспоминает Шаляпин его, описывая какие-то яркие моменты в его мальчишеской жизни, с оптимизмом. Но, в общем-то, радоваться особенно было нечего. Родился он в очень бедной семье. Жили они, меняя все время квартиры. То они в пьяной суконной слободе какое-то время оказывались они там, то они в доме купца Лисицына во флигеле снимали квартиру. Вот эти все время бесконечные переезды. Но самое главное даже не это, а окружение. Простой люд. Люд очень пьющий. Как он говорил, что после 20-го просто что-то невозможное. 20-й получек, все напивались, дрались, мордобой, мат, и кровь лилась. Вот что видел этот мальчик. Но вот он говорил, что-то меня влекло к красоте, к красивому, отдаленному, я еще не знал, что. И на первых порах лет в 8 этим красивым и самым ярким впечатлением, как называл Шаляпин театральным ожогом, стала встреча с Яковом Мамоновым. Это был масленичный дед. Ну, что детей радовало? Конечно, праздники. Вот тогда это были церковные, религиозные праздники. И на Масленицу народ гулял около театра, внизу на площади была разбитая ярмарка, и вот там были балаганы, и выступали артисты, продавали вкусные вещи, но вкуснятина не интересовала маленького Федю, интересовал вот этот самый масленичный дед Яков Мамонов. А почему? А потому что клоун Яшка владел толпой, он имел над ней власть. И Шаляпин думал, ну, наверное, его даже полицейские боятся. Если он вот такой, всех привлекает, люди стоят, его слушают. Когда вырасту, эх, стать бы мне таким, как клоун Яшка. Вот это была первая его театральная мечта. А чуть позже случился другой случай. Шаляпин
катался возле церкви святого Варламия и услышал стройное красивое пение, и он вошел в церковь просто погреться. Он зашел погреться и увидел, что там не просто поют певчие, а там мальчики поют и держат в руках листочки нот. Они пели, а Шаляпин думал, ну я тоже так петь могу. И через какое-то время он записался в хор, его приняли, послушали, и он стал петь уже вот в церковном хоре. Тут он услышал вот это вот ладное пение, стройное, красивое. Оно его так увлекло. Да кроме того, еще за это и деньги платили. И, кстати, Шаляпин потом до конца жизни всегда принимал участие в церковном хоре, пел, солировал, конечно, уже потом, и очень любил церковное пение. И говорил, что это особая такая вот русская вокальная школа, церковное пение. А вот как теперь считают, что 17 мая 1883 года, когда Шаляпину исполнилось всего только 10 лет, вот на 11 году, он попадает в театр. И вот этот ожог театральный был уже на всю жизнь. Это было самое, наверное, значительное и сильное впечатление Шаляпина за всю жизнь, когда он увидел пьесу Сухотина «Русская свадьба» XIX века. Ой, извините, XVI века. И там было специально как раз организовано посещение для детей, учившихся в училище. И он попал туда как бы сначала случайно, а потом стал ходить постоянно. Он описывает первые впечатления, как он стоял на галерке, и как там внизу, в свете рампы, люди говорили на таком красивом языке. Даже не верилось, что это тот же самый русский язык. Люди так красиво объяснялись в любви. Мужчины стояли перед женщинами на коленях, одеты женщины были в красивые платья. И вот этот контраст между той жизнью, в которой он жил в своей суконной слободе, и вот этой красоте, которая, оказывается, существует в мире, он совершенно потряс Шаляпина. Он писал, что он в первый же день пошел еще на второй спектакль, а потом он стал ходить в театр регулярно, и утаивая деньги, которые он зарабатывал вот на пении в церкви. На пении у него еще был такой его учитель, можно сказать, который научил его играть на скрипке, ноты разбирать. Это был такой регент хора церковного Щербинин. Вот они с ним ходили, понемножку зарабатывали. И вот эти денежки Шаляпин аккуратно откладывал на посещение, прятал от родителей на посещение театра. В театре он был готов уже тогда делать все. Кстати, это осталось у него на всю жизнь. Он переносил ящики с декорациями, помогал костюмы носить, артистам что-то там завязывать, привязывать. Он участвовал во всем. Он очень хорошо знал жизнь театра, но сам был необыкновенно застенчивым. Вот кто бы подумал, что Федор Шаляпин в свое время ни слова не мог вымолвить на сцене, так он был скован. И даже были такие моменты, когда его выталкивали буквально на сцену, а он стоял, говорит, как столб, и не знал, что дальше делать. Далее он рассказывает, так сложилась у них жизнь. Это все его рассказы, которые были описаны Горьким со слов Шаляпина в книге «Страницы из моей жизни». И вот далее он рассказывает о том, что нищета их выгнала все-таки из Казани. Я не буду рассказывать все перипетии казанского периода, потому что жили они очень сложно. Очень бедно, очень сложно. Погибали его братья и сестры, дети, рождались, умирали. В общем, все было очень тяжело. У мамы была тяжелейшая жизнь. Отец очень сильно пил. Ну, в общем, все вместе вкупе вынудило их поехать в более теплые края, в Астрахань. Но в Астрахани они думали, что их там ждет лучшая жизнь. На самом деле все было еще хуже. То есть отец уже работы не мог найти там себе, а в Казани он работал писарем все-таки, он был грамотным человеком. И вообще, если посмотреть на фотографию отца, и никогда не скажешь, что это крестьянин. Такого благородного, красивого облика мужчина. Вот, а тут он оказался неудел. Мать пошла с умой уже собирать подаяние, то есть страшное дело. И единственный младший брат, он еще был маленьким, Василий, оставалась надежда на Федора, а Федор пел.
Федор пел, ему больше ничего не интересовало. Во всех парках, во всех возможных только на каких-то подмостках он пытался выступать. И отец, видя это, понял, что никакой помощи нет, а это лишний род. Случился в доме скандал, когда отец порвал очередную партитуру у сына. И сыну купили билет до Нижнего Новгорода и дали понять, что дальнейшая его жизнь будет самостоятельной. 17-летний Шаляпин плывет на пароходе в Нижний Новгород. Ну, раньше пароходы очень долго двигались, и они ходили медленно, с остановками. И вот в Казани была остановка. Ну и давайте представим, молодому человеку 17 лет. Казань, родной город, он там давно не был. Он встретил друзей, сходили в кабак или куда-то, они выпили немножко. Ну и потом утром, как это и следовало ожидать, Шаляпин проспал свой пароход. И пароход с чемоданчиком, с его совсем маленьким крохотным скарбом, который там был, и даже с его первой партитурой, которую он еще, когда в церкви пел мальчиком, уже сочинил. Вот этот пароход уплыл. А Шаляпин остался без ничего вообще, без копейки денег, без одежды, без крова в родном городе. Но спасибо, что семья товарища его все-таки не выгнали они на улицу и как-то немножко, может быть, подкармливали. Но вообще ему приходилось уже работать самому. Он искал вот такую же, как и в Астрахани, временную работу, в Панаевском театре пел, еще где-то, и вот как-то выживал. Но, конечно, это была не жизнь. И как-то ему один из товарищей сказал, что, значит, в Уфе Семенов Самарский, очень известный тогда антрепренер, набирает опереточную труппу. В Уфу они поедут. Ну, в Уфу так в Уфу. Шаляпин пошел в гостиницу и попросил, чтобы его приняли. Но у него был такой ободранный вид. Он больше походил на какого-то попрошайку, что его даже не хотели в номера туда и пускать. Но, наконец, все-таки сказали, что уж очень просит молодой человек, и Семенов Самарский его принял. Увидел этого оборванного юношу, очень высокого, Шаляпин был 1,94 м или там 6, сейчас вот расходятся эти, для того времени очень высокий человек, очень худенький, очень тоненький, но, как потом вспоминал Семенов Самарский, его подкупили горящие глаза и желание во что бы то ни стало оказаться на сцене. А кроме того, у него оказался недурной голос, уже прошло формирование голоса. И на вопрос Самарского, что он может спеть, Шаляпин, это потом часто с ним случалось, вот все что угодно, все. И он ему действительно напел и фрагменты каких-то арий, кусочки, отрывки, и романсы, и народные песни. И хотя уже была труппа, в общем-то, набрана, и не нужен был еще один хорист, но просто как-то вот, чтобы помочь этому юноше, чтобы, может быть, спасти этот талант, видя, в каком он состоянии тогда находился, Семенов Самарский его берет. Но я так теперь думаю уже по истечении времени, что это во славу имени Семенова Самарского. Этот шаг был, конечно, весьма для него значительный, что он взял Федора Шаляпина. И вот юноши выписывают первый билет на пароход уже вот от, сейчас бы сказали, от фирмы, в данном случае от труппы. Контракт первый. Только представить, первый контракт и первый аванс. И вот с этим всем богатством он садится на пароходство Якимова, и из Казани они неделю плывут, тогда вот так долго было, плывут в Уфу. Много очень всего было и на пароходе. Вообще жизнь Шаляпина – это такой калейдоскоп бесконечных событий. Единственное, вот, что он выхватывает, это то, что он там пел купцу какому-то, и купец плакал, когда он пел. И еще момент, когда он стоял на палубе, ему что-то сгрустнулось, он вспомнил отца, мать, вот эту свою неустроенную жизнь, подумал о ней, и запел «Ноченьку», русскую народную песню. Потом он ее вот уже пел в своих концертах. Но, тем не менее, молодой человек, эмоций очень много, а самое главное, он ехал служить высокому искусству, он это прекрасно понимал. Приходят в пароход сентябрьским осенним днем прохладным в Уфу, и под дождиком 6 с лишним верст поднимаются наверх от Сафроновской нашей пристани.
Первый адрес у Шаляпина был снята квартира у него в районе бульвара Ибрагимова нынешнего. Там сейчас стоит многоэтажный дом, дом не сохранился. Самый бедный был это тогда домик, потому что он был вдалеке от театра, и чем дальше от центра, тем дешевле были квартиры для квартиросъемщиков. Затем второй дом на улице Павлуновского, 6. Вот эта фотография у нас чудом сохранилась в центре, потому что там была дочь Шаляпина, она приезжала в 63-м году, в 67-м дважды в Уфу, Ирина Федоровна Шаляпина-Бакшеева. И они сфотографированы с нашими краеведами вот возле этого дома. Потом дом благополучно развалился от времени, его тоже сейчас нет. И, к сожалению, грустно об этом говорить, но на этом месте сейчас мусорная свалка. Вот такое памятное место, на котором, я думаю, что в какие-то наши ближайшие умные годы возникнет какая-то стелла, может быть, или знак памятный, что здесь стоял дом, в котором жил Шаляпин. Причем он жил продолжительное время вот именно на Павлуновского. И именно его он описывает в своих воспоминаниях, когда он говорит, что я жил у прачки, и окно располагалось так низко, что моя комната, что я видел все время ноги проходящих вот людей. И там же была история с любовью к прачке, и за то, как был бит Федор Иванович, там ее ухажером, ну и так далее. Таких историй вообще уфимских, уже похожих на легенды, очень много, но есть такие, которые отражены документально самим Федором Ивановичем. Вот это на Павлуновского, 6. А потом третий адрес его был уже на улице Гоголя, 1. Вот этот дом сейчас, к сожалению, в перестроенном уже состоянии. Жильцы все никак не могут дождаться расселения, а мы не можем дождаться, соответственно, создания музея. Но надеюсь, что мы его дождемся. Так вот, там, в этом доме, Шаляпин прожил последний свой месяц пребывания в Уфе, а он убежал бегом из Уфы в июне 91 года, будучи уже для Уфы известным исполнителем. Но об этом я чуть позже. А сейчас я просто вот рассказываю, вот это те адреса, 3 адреса у нас были, в которых действительно там жил Федор Иванович Шаляпин. Не так уж мало за такой короткий срок. А творческая жизнь начинает складываться. То есть Шаляпин обосновывать ему неважно, в каких он условиях живет, это совершенно 10-й вопрос. Но самое главное, он выступает в театре. По городу развешаны афиши, что приехала труппа Самарского, что эта труппа выступать будет, это гастрольный период, они будут выступать до весны 1891 года. Будут даны очень много спектаклей, и в этих спектаклях Шаляпин, хорист, будет постоянно выступать, и это его очень радует. Несмотря на то, что, конечно, наш уездный театр был очень бедненьким, и он был деревянным, и когда вот смотришь на фотографию, он не очень похож на театр. Тем более и снят он не очень, возможно, выигрышно. Но, к сожалению, вот это вот, или к счастью, это единственная фотография, которая вот осталась. Потом это многострадальный театр, который трижды горел. В 1896 году после отъезда Шаляпина уже сгорел окончательно. Деньги за неустойку были отданы на постройку театра Аксаковского народного дома, ныне театр оперы и балета. Ну а Шаляпин начинает выступление уже в сентябре, только чуть-чуть обосновавшись и прорепетировав немного, они начинают выступать. Спектакль за спектаклем. Но я не сказала еще о том, что Шаляпин из Казани приехал фактически без одежды. Он приехал в сентябре в накинутой на плечи клетчатой шали, которую дала мать вот того товарища, где они снимали квартиру. И клетчатая шаль, а ведь уже у нас климат-то такой, в октябре, ноябре, у нас совсем холодно, у нас снег выпадает. Очень сложно было Федору Ивановичу, какие он тогда обноски носил, сказать трудно. Но хорошо он описал момент, что ботинок он привязывал дырявой веревочкой, чтобы только снег туда не забивался. И вот в этом состоянии влюбленный в театр Шаляпин, который помогает всем в театре, и который пишет в воспоминаниях, что единственный раз, выступая в Уфе, он не чувствовал никакой зависти к себе, а наоборот, его все поддерживали, потому что он был самый юный член этой труппы. И он был вот в таком полетном состоянии, все его радовало, и запах рампы, и люди, и публика. И прошла уже первая дрожь в коленках, когда вот он пел в
первом своем спектакле и говорил о том, что я не мог стоять, у меня все тряслось. И второй раз он пишет об этом же, о таком же состоянии, когда он уже в 901 году в Милане выступал. Он пишет, что это как в Уфе у меня было состояние, когда у меня тоже все тряслось. Но, в общем, это уже все прошло. И к декабрю он был уже такой, ну, достаточно уверенный в себе молодой человек. И вот случается такое непредвиденное обстоятельство. По Уфе висят афиши, что будет спектакль оперный. Решился Семенов-Самарский поставить оперу «Манюшка» «Галька». А артист, который должен был петь Стольника, отказался, потому что он сказал: я записан был у вас по договору на спектакли опереточные, легкого жанра, опера жанр тяжелый, учить там надо много, это совсем другие произведения, я на это не согласен. Отказался категорически. И труппа оказалась перед фактом, что нет солиста. А для Шаляпина это был вот тот самый шанс, когда всех собрали, и Семенов-Самарский, наконец, а так как он был бас, обратился к нему, что: «Федя, не сможешь ли ты?» И почему-то он уверенно сказал, что сможет. Хотя буквально до генеральной репетиции оставались какие-то дни. И надо было выучить эту партию так, чтобы соответствовать всему, а состав был совсем неплохой у Семенова-Самарского труппы. В общем, ночами и все свободное время было отдано разучиванию партии. И вот еще одна черта Шаляпина гения. Он никогда не учил свою партию в отрыве от других партий. Он знал всегда их все. Женские, мужские, он знал всю партитуру. Это потрясающе. Это потрясает, потому что ведь известно, что он не заканчивал музыкальных вузов. У него не было музыкального образования, у него было только первоначальное вот это церковное, когда его обучили знанию нот, и вот он немножко научился играть на скрипке, потому что слух у него был великолепный. Как это было возможно? Вот это уже, конечно, данность гения. Итак, он выучивает эту партию и знает все партии. Единственное, что вот тот факт, о котором я говорила, Шаляпин очень был застенчив. Он не умел пользоваться еще возможностями своей пластики, своего тела. И поэтому, когда его обрядили в костюм стольника, а стольник – это человек солидный, человек высокого происхождения, который должен следить за порядком во время трапезы, но трапезы не простой, а тоже среди людей именитых. Это же надо знать манеры, это надо уметь себя так вести в этой партии. Это было очень трудно Шаляпину, и хотя на него надели толщинки, сделали грим пожилого человека для придания значительности и солидности, конечно, ему было очень сложно. И он говорит о том, что я не знал, когда я пел свою партию, я не знал, куда девать руки, и с мимикой не все было ладно. Но худо-бедно он все-таки спел, он и на репетиции спел неплохо, и на спектакле он спел, во всяком случае, так, что ему аплодировали. И вот когда ему стали аплодировать, вот это для Шаляпина, конечно, было действительно творческим шоком. Этого он просто не ожидал. Он ведь думал, дай бог, спеть. А он спел, и публика его оценила. И стали ему, когда аплодировать, то дирижер апрельский, он ему шепнул: кланяйся. То есть на аплодисмент вообще-то положено. А Шаляпин не слышал, потому что он только видел то, что вот этот там зал, и что ему рукоплещет. И тогда уже на него, когда шипеть стал дирижер: кланяйся, черт, кланяйся, это все описание самого Шаляпина, он говорит, что я стал медленно отступать. И вот тут кто-то из хористов пошутил и отодвинул стул, и он сел мимо стула. Вот все эти толщинки, весь этот грим, все, что было на голове, вообще все поехало, полетело, поплыло. И мальчишка 17-летний стоял и плакал на сцене, а зал его поддерживал аплодисментами. И потом Шаляпин уже писал, что, наверное, очень хорошая примета сесть на первом спектакле мимо стула. И вот добавлял, что всю последующую карьеру я, однако, зорко следил за креслом и опасался не только сесть мимо,
но вот это очень важно, характеризует Шаляпина, но и садиться в кресло другого. Вот это нравственный посыл Шаляпина, он уже тогда его принял. Но, а так-то, конечно, да, пошутил по поводу того, что это хорошая примета. Это вот часто используют в прессе и говорят о том, что вот это слова Шаляпина, так же как... Вообще ему очень много приписывают, и то, что птички бесплатно только поют и так далее. Ну, фантазии очень много по поводу Шаляпина, но вот это истина и его, то, что он описывал. И вот он становится и сразу знаменитым. После этого дебюта, уже буквально через 2 месяца, ему предлагают бенефис. И опять вот интересная черта характера личности Шаляпина. Ну, мог бы взять какой-то спектакль, ему предложили на выбор веером, вот выбирай какой. Он выбрал тот спектакль, в котором пел сам Семёнов-Самарский. И ладно бы еще, он еще и партию неизвестного взял, которую пел сам его руководитель. И вот он поет бенефис, поет удачно, и здесь вот он у нас становится обеспеченным человеком. Ну, я это говорю, конечно, в кавычках, потому что обеспеченность заключалась в том, что ему пошли какой-то процент от сборов, ему подарили наши уфимские меценаты какую-то сумму, ему подарили часы. Вот сейчас они у нас на выставке лежат, ну, может быть, не именно эти, но часы подобные, на цепочке. Он купил себе трость, он надел кожаный картуз, куртку, обувь поменял. Представляете, какой франт был, 17-летний. И вот он с тростью шел по нашей центральной, тогда ныне Ленина, шел и, завидя мало-мальски, как он пишет, знакомого человека, доставал картинно очень, очень театрально часы, смотрел якобы на время и шествовал дальше. И это повторялось вот неоднократно. Это был полет. Вот это было первое его достижение. Я очень горжусь, что это случилось в Уфе, потому что вот этот вот творческий посыл, этот творческий отрыв, он произошел в нашем городе. А потом вообще мы называем Уфу городом дебютом, потому что не только и дебют, и бенефис, а потом он уже делает первую фотографию тоже в Уфе. До этого, вот, например, у мамы Шаляпина вообще мы не знаем, какая она была. Не было ни одной фотографии, настолько семья была бедная. А отец есть фотография одна, вот о которой я говорю, что он там весьма благородно выглядит. Шаляпин первую фотографию сделал в Уфе. Он сделал ее, наверное, я так думаю, в день рождения. Судя по датам, когда вот он дарил товарищам, там он указывал, дата как раз февраль 91 года, это его месяц. И он сделал, видимо, несколько фотографий, потому что одна вот фотография, я знаю, в Санкт-Петербурге хранится, одна хранилась у Ирины Федоровны, у дочери его. И вот эта фотография была сделана в доме, который, по счастью, как мы выяснили, вот об этом я в книге пишу, наш Анатолий Чичуха, краевед, выяснил, что этот дом сохранился. То есть вот еще один дом, который, возможно, помнит Федора Ивановича Шаляпина. Есть еще дом один на Чернышевского тоже, в котором Шаляпин, и эту историю я узнала от Михаила Андреевича Чванова, он рассказывал, это совершенно случайно получилось. Он в молодости, когда еще только начинал, снимал квартиру в доме, где когда-то жила Белошвейка. К тому времени, когда он там снимал квартиру, она была уже пожилым человеком, и она ему показывала, или как-то дочь показала, сейчас вот я боюсь соврать, но, в общем, он видел пачечку открыток, писем, присланных Шаляпиным вот этой Белошвейке. Белошвейка в то время была очень хороша собой, и у нее был жених, по-моему, из железнодорожных мастерских. Он примерно был одного роста с Федором Шаляпиным, и они пели в церковном хоре, вероятно, вместе. И так как Шаляпин был очень беден, то вот этот вот, все-таки он работал в железнодорожных мастерских, жених, он ему периодически давал, вероятно, брюки. А еще я слышала тоже, но это легенда, не легенда, что якобы и Белошвейка там что-то чинила, возилась с этими брюками. Но худо-бедно они были вместе, и Шаляпин влюбился вот в эту красивую девушку. И писал вот ей даже письма, когда уехал. Вот такая у нас еще.
легендой не назовешь, все-таки из живых уст писателя она была рассказана. Поэтому вот я ее услышала, и мне это тоже очень важно. Этот дом пока стоит. Напротив вот как раз нашей несчастной Вахмянинской бани, которая ни туда, ни сюда вот стоит в полуобреченном состоянии. Меня все еще тоже расспрашивают, а мог там Шаляпин мыться? Ну, конечно, мог. А почему же не мог? Если в Уфе не так много было бань, наверное, к Белошвейке потом красивым, нарядным, чистым. Но это все такие вот милые очень отступления, а на самом деле Шаляпин отпел этот вот сезон, и все. Труппа-то вся разъехалась, она же собиралась с Семеном Самарским, раз уже закончились гастроли, то все артисты разъехались, остались буквально 2-3 человека, и Семенов Самарский, видя, что этому, в общем, мальчику некуда деться, он ему предлагает еще поездку на поезде в Златоуст. Там они решили дать концерт и фрагмент оперы Майборода «Синяя борода». Приезжают в Златоуст на поезде, а поезд, вообще эта дорога, ветка от Уфы до Златоуста только-только была открыта. И вот опять дебют, опять первая поездка на поезде. Шаляпин об этом тоже очень подробно пишет. Он рассказывает, как они едут на поезде, как он смотрит в окно, какие горы вот в этой области, как красивая эта дорога, какие чувства его охватывают, когда он очень человек впечатлительный. И вот они приезжают в Златоуст, и выясняется, что забыли самую синюю бороду. То есть в здании Арсенала будет концерт, а бороды-то и нет. Тоже очень для Шаляпина был характерный шаг. Он отрезает свои белые, длинные, белокурые волосы. Они у него были по плечи, он же артист. Он их отрезает, красит в синий цвет, пришивает и делает из своих волос эту бороду. И когда Семенов Самарский говорит: Федор, ну что ж ты себя так искалечил и изуродовал, жалко же, ну что-то бы мы придумали. Он сказал: а мне, если бы нужно было бы палец даже отрезать, я был готов, потому что служение театру, искусству для него было превыше всего. И вот это качество осталось у него потом в дальнейшем на всю жизнь. Ну вот, собственно, и все, спел, вернулся. А дальше вообще перспективы очень туманные. Ну, то есть его пригласили, например, выступать, так как уже знали, что он талантливый мальчик, его пригласили выступать в наше дворянское собрание. Там у нас было очень сильное общество музыкальное, любителей пения, музыки и драматического искусства, и там были настоящие музыканты, они делали отрывки, ставили из опер, великолепные концерты были, причем музыканты в разных жанрах, действительно замечательные, с консерваторским образованием. И уже до этого был такой претендент, они собирали деньги для Елены Барсовой, очень талантливой нашей землячки, вокалистки, сопрано. Ее послали учиться, она отучилась в Петербургской консерватории, то есть вот наши дворяне собирали деньги, помогли. И ему они пообещали то же самое, Федору Ивановичу нашему, они говорили, что вот наберут денег и его в Москву отправят. Он хотел. Но нетерпеливая творческая душа не могла вынести работы в уездной земской управе, потому что это было так скучно. А кроме того, его там не очень приняли. Вернее, его приняли, но приняли за шпиона. То есть, почему это, вот как это он туда попал внезапно, такой молодой, а там сидели уже люди по много лет, да еще ему уже и аванс выписали, наверное, подсадной какой-то, чтобы следить и доносить на нас. Решили так, и поэтому к нему относились все очень недоверчиво. Это с одной стороны, с другой стороны, какая скука сидеть и переписывать, кто кому сколько должен, кто где чего, вот это совершенно было не в характере Шаляпина. И поэтому, несмотря на то, что он жил в очень приятной семье, как он пишет, что это семья градоначальника какого-то, и он такой был музыкальный, он любил вечером вот тоже спеть и говорил, что вот как я завидую, что ты так хорошо поешь, и мне так это нравится, и я певал, бывал. Ну, в общем, вот у них были такие приятные разговоры, и очень любила жена его, этого градоначальника, кормила, поила. В общем, они к нему относились, может быть, лучше, чем все остальные хозяева. Но, тем не менее, в июне он убегает с труппой уже малороссийской.
вернее, вдогонку этой труппы, он с ними пораньше познакомился, ему там предложили лучший гонорар. Ну вот он их догоняет и присоединяется к этой труппе, и начинаются уже поездки с этой труппой. Деркач был такой у нее руководитель, тоже известный антрепренер, но совершенно не Семенов-Самарский по характеру. Человек очень жесткий, грубый, не всегда обязательный. И где-то в каком-то даже в качестве, ну, показывает его, вернее, Шаляпин в качестве человека жестокого, потому что был такой момент, когда однажды из-за запаха колбасы с чесноком он его просто выкинул Шаляпина с поезда, вот просто выкинул. Потому что я не терплю запаха. Вот. Ну, вот даже такие вещи. И вот он шел от станции до станции, догонял труппу. Ну, и вообще дальше все было очень непросто, потому что они ехали к югу, доехали до Тифлиса, а в Тифлисе работы не было. Шаляпин уже расстался с этой труппой, труппа распалась, и не было средств к существованию. И там был крайний голод. Он буквально умирал по 3 дня, не мог ничего добыть себе, никакой пищи, спал на скамейках парка. И, ну, в общем, вот потом как-то он постепенно, однажды даже чуть не попал в воровскую компанию, но вовремя с этого ушел, его там ставили на стрёмы, чтобы он стоял, караулил. Не стал, их потом всех забрали, а вот он каким-то чудом избежал. Но имеем в виду, что сколько лет ему 18 лет, 18-19. Ну, наконец, он все-таки опять, он своим путем шел неуклонно, присоединяется к певцам, к артистам через парки постепенно. Наконец, он доходит и до Тифлисского театра, где сначала тоже статистом, понемногу вот внедряется, и ему подсказывает, что есть в Тифлисе замечательный преподаватель. Он собирает учеников, набирает, дает замечательные знания, очень человек добрый, такой Дмитрий Усатов. Ему советуют, вот как когда-то к труппе Семенова-Самарского его буквально прицепили, вот так же и здесь его послали подойти, посоветовали прослушаться у Усатова. И когда Шаляпин пришел, спел Усатову и спросил: а мне можно учиться у вас? Он сказал: не можно, молодой человек, а должно. С вашим голосом вам обязательно надо учиться. И вот школа Усатова, вы знаете, я думаю, по крайней мере, вот со слов дочери я встречалась, Шаляпинской Марины Федоровны, по воспоминаниям самого Шаляпина, я думаю, что Усатов дал самое главное, чего не хватало Шаляпину, это умение быть в этом обществе, в обществе уже высоких артистов, высокого такого качества. И вообще среди людей образованных дал ему какие-то... Как говорил сам Шаляпин, он научил меня держаться в обществе, манерам и самым таким вещам, которым я не мог научиться в своей жизни. Вот что он ему дал. Ну и, конечно, какие-то советы по его вокалу, но, вероятно, не так много, потому что в какой-то момент Семенов-Самарский, когда уже Шаляпин пел в Тифлисской опере, причем пел уже сольные партии, и... он ему однажды сказал, что больше мне вас нечему научить. Вот пришел такой момент, и написал ему сопроводительное письмо, и сказал: теперь вам надо ехать уже в Петербург, и в Москву, в Петербург, через контору театральную устраиваться в театр. А я напишу вам рекомендательное письмо. Ну, а там тоже все было не так просто. Он вместе с еще своим коллегой одним едет действительно в столицу, и не сразу находит работу, тоже сначала поет в летнем театре, потом его, вот прослушав, наконец принимают в труппу Мариинского театра. Ну, согласитесь, что это очень быстрый взлет. То есть сразу он попадает в Императорский театр, его принимают, он очень молод, его начинают там учить, вставлять в рамки поведения артистов императорских театров, а Шаляпин в рамки не влезает. Он в рамки рвет, ему очень сложно. И поэтому какие-то спектакли у него удаются там, какие-то нет. В общем, очень тяжело. И однажды, несмотря на то, что там неплохие уже были гонорары, однажды в летний период, когда он был свободен от спектаклей,
его приглашают принять участие в Нижегородской ярмарке, в спектаклях в ходе вот этой ярмарки. А там еще Мамонтов проводил свою выставку на Крайнем Севере. И вот звезды так сходятся, что Шаляпин поет там спектакли, а однажды оказывается за одним столом с Мамонтовым после спектакля, и Мамонтов спрашивает у Коровина, что это за молодой человек. А Коровин говорит о том, что он, это достаточно талантливый молодой человек, и можно было бы его послушать. То есть Мамонтов заинтересовывается, слушает Шаляпина и видит перспективу, ту, которую не видел еще тогда никто. Мамонтов понимает, что это вот то золотое зерно, которое прорастет в его театре, если ему создать все условия. Вот творческий потенциал этого юноши, каким чудом, но это необыкновенно, конечно, чутье самого Мамонтова. Он человеком был очень образованным, хорошо знал театр и все нюансы театральной и деятельности, и сам пел, он хорошо понимал голос, возможности голоса. Короче говоря, он ему предлагает перейти в частную оперу к себе. А Шаляпин говорит, что у него там 12-тысячная неустойка, и, в общем, это все очень сложно. Не сразу вопрос решился, но дело в том, что в это же время Мамонтов тот же пригласил еще итальянскую труппу балетную. А там была очень красивая и яркая, невероятно привлекательная балерина, прима-балерина Иола Торнаги. У нее это был такой сценический псевдоним, между прочим, родственница Гарибальди она была, Иола Ля Пресли. И вот эта Иолочка, она, конечно, покорила сердце Шаляпина, когда он был вот в Новгороде. Он так ухаживал за ней, она не понимала ни одного его слова, а он не умел ничего сказать по-итальянски. И для нее он был только «иль бассо», а он говорил вообще словами терминологии музыкальной, аллегро, там, фермата и так далее. В общем, объяснения были в основном, наверное, на пальцах, но, видимо, души разговаривали, и Шаляпин абсолютно влюбился. Просто вот влюбился, он вынужден был, конечно, уехать, но об Иоле он не забывал. И тогда Мамонтов предпринимает очень хитрый ход. Он засылает Мариинку на спектакль Евгений Онегин и Иола Торнаги, чтобы она его пригласила, значит, вот в Мамонтовскую оперу. И когда Шаляпин видит там Иолу, он поет в арии Гремина вместо пушкинских слов свои. Он пишет, что Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги. И тогда Мамонтов, а он сидел рядышком с Иолой, он говорит: Иолочка, а это вам ведь Феденька сейчас в любви объяснился. И вопрос был решен. Значит, Мамонтов заплатил неустойку, а Шаляпин начинает петь в театре Мамонтова. И вот это было как раз та атмосфера, то окружение, которое сделало великого Федора Ивановича Шаляпина. Здесь нет даже никаких с этим расхождений, потому что это не просто общепринятое мнение, это факт, против которого возразить нельзя. Почему? Это очень доказательно, потому что у Мамонтова работали все самые великие композиторы того времени, русские. У Мамонтова пели наиболее артистичные, я бы сказала, может быть, не столько богатые голосами, но люди, готовые творить, вот такие устремленные в творчество солисты, и работали самые лучшие художники. И вот этот сплав художественный, музыкальный, творческой атмосферы невероятной, в которой вот Шаляпину было просто дозволено все. Хотел такой костюм, ему делали такой костюм. У него было видение вот этого, ему создавали художники то, что он видит. То есть Мамонтов денег не жалел, Шаляпин выкладывался по полностью, и он фонтанировал буквально тогда. И из императорских театров публика пошла в театр Мамонтова. Хотя его многие ругали за дилетантизм, еще там за то, что он очень быстро ставит спектакли, в отличие, скажем, от императорских, где это все годами нарабатывалось.
а шли туда, потому что вот этот вот невероятный молодой задор, это творчество, эти новшества, которые постоянно вносили вот эти гениальные абсолютно артисты, конечно, они зрителей привлекали. И Мамонтов несколько лет, Шаляпин очень долго там пропел, и до той поры, пока его уже потом не переманил Телековский в Большой театр. Мамонтов это расценил как предательство, ну, Шаляпин, он всегда шел очень быстро наверх. Где-то вот случались и такие случаи, когда он перешагивал через что-то. Как к этому относиться? Ну, к этому относятся все по-разному. Некоторые очень осуждают Федора Ивановича Шаляпина. Некоторые понимают, что без этого он не мог бы расти. Потому что, конечно, в императорских театрах совсем другие возможности. И когда артист уже имеет то имя, которое наработал Шаляпин к тому времени, то и Телековский ему предоставлял, чтобы удержать этого артиста, все возможности. И Шаляпин работал уже в своей творческой манере, о которой все сейчас, очень много, вернее, не все, хотел сказать, много написано, много исследователей к этому обращались, что Шаляпин мог критиковать дирижеров, он мог отказаться с кем-то, петь из тех артистов, которые просто не дорабатывают или жаргонным словом халтурят, скажу так, да, он просто мог уйти со спектакля, со сцены. Он мог. Он мог даже вернуть часы императору за то, что он подарил ему часы, не соответствующие его статусу. Он мог это делать, и он это делал, и на него не обижались, потому что это был Шаляпин. Потому что это явление, которые, вот, к сожалению, мы сейчас уже услышать не можем, и все наши попытки как-то вот почистить эти записи, попытаться услышать их, может быть, вот прослушать их, скажем, на тех технических средствах, которые тогда существовали, но прослушать их сейчас, и все равно это все не то. Как пел Шаляпин? Это загадка. Это совершеннейшая загадка. Что такое был Шаляпин? Мы не можем сейчас этому явлению дать даже название. Как он этого добился? Но сам Шаляпин, вот он сам говорил о том, что он всю жизнь учился. Он всю жизнь учился, что это начиналось еще тогда, когда вот он только оказался в Петербурге, скажем, на знаменитых пятницах у Андреева. И он говорит, что там читали стихи, там пели, там играли на фортепиано, там спорили о музыке, там что-то доказывали. Вот такой был котел, где варилось новое искусство. И он слушал, как про него Мамонтов говорил, что он жрал знания. Он не просто так слушал, он все это впитывал. И Шаляпин говорил, и вообще говорят так, что трудно сказать, а раскрылся бы ли его талант вот в тех масштабах, в которых он раскрылся, если бы не было вот этой вот внутренней его художественной школы, в которой он постоянно впитывал знания от всех. Ведь он уникален чем? И, собственно говоря, почему говорю, что он реформатор в искусстве? А потому что он в свое творчество впитал все, что можно было тогда самого лучшего впитать. Это были и лучшие музыкальные произведения, это были лучшие художественные образы. Он учился у артистов, ах, как он у них учился. Он же, вот в его библиотеке были и монографии о деятельности отдельных артистов, и сам от руки переписывал то, что было очень важно в творчестве кого-то. Он буквально все выпивал из Мамонтова, из Мамонта Дальского, артиста очень известного, потому что вот эту всю страсть, неистовость, искренность, правду образа, это все его этому учил Мамонт Дальский. И Шаляпин впитывал это. Но не только. Он учился у всех знаменитых тогда артистов, художников и музыкантов. Ведь не зря же его ближайшим другом на всю жизнь до самой смерти был Сергей Рахманинов. Еще один русский гений. И они друг друга всегда подпитывали и дополняли. Это такой сплав, что, естественно, он мог
только высокое искусство. В результате этого, вот от этой дружбы могло появиться только высокое искусство, что-то необыкновенное. Оно так и было. Допустим, вот когда Шаляпин в 1901 году в Милане пел Мефистофеля Бойта, ему помогал это делать Рахманинов. Рахманинов – тончайший музыкант. Именно он помог Шаляпину расставить те акценты, которые Шаляпин интуитивно чувствовал. Рахманинов их уже профессионально оформлял. И они в городе Вараце, вот я там однажды, вы знаете, вот такие бывают интересные вещи, оказалась в городе Вараце, мы буквально там переночевали. А потом в Уфу приезжаю, оказывается, вот в этом городе Шаляпин с Рахманиновым разучивали вот эту самую гениальную его партию, в результате которой русское искусство перешагнула границы Европы, и с тех пор Шаляпин стал знаменит вот в Европе и стал непререкаемым вокальным авторитетом. А это вот происходило в маленьком городке. Но это я отклонилась. А вообще Шаляпин действительно постоянно рос и постоянно учился. И вот хочу сказать очень интересная мысль. А он же ни разу не остановился. Вот он умер в 1938 году, Шаляпину было 65 лет. И он до конца учился. Вот где это качество у современных артистов? Учиться надо всегда, учиться не надо бояться. Он учился, делал выводы, и поэтому его искусство становилось все более и более и более зрелым. И в итоге, в общем-то, хотя он не написал ни одного теоретического труда, мы говорим о том, что существует Шаляпинская школа. Она существует вот в его книге «Маска и душа», она существует в его письмах, в его воспоминаниях, в общении с его, с людьми, современниками. Как-то надо это перерабатывать. Вот мы очень много упускаем. То есть, скорее всего, в вокальных вузах это должно быть предметно изучаемо. Потому что ведь никто не превзошел с тех пор Шаляпина и не может превзойти. Очень стараются, но этой школы не дают в самом начале. А тех условий, которые так звезды сложились, из которых появилось это чудо, Федор Шаляпин, ну, сейчас их нет, мы сейчас по-другому живем. Более того, вот мы сейчас все чаще говорим о том, что нашу естественную творческую жизнь, вернее, в нашу естественную творческую жизнь, которая свойственна человеку, врываются какие-то технические средства, какие-то определенные уровни, рамки, которые устанавливают уже над нами, ну, грубо говоря, роботы. Понимаете? А ведь Шаляпин, ведь он почему так много получил за свою жизнь? Потому что это он делал все сам. Работал его собственный компьютер. Он ему помогал делать выводы, что из того, что правильно и неправильно. Вот этот самый тот случай, когда Шаляпин и говорил, он своему сыну Федору, который был голливудским артистом, говорил: Федька, ты помнишь, что вот на сцене должно быть тебя два. У меня всегда два Шаляпина. Один вот плачет, страдает сейчас, и вот он уже прямо весь и зашелся слезами, а второй говорит: ты перегибаешь. Ты здесь уже переигрываешь. Вот это лишнее. Вот это вот убери-ка быстренько. И они оба очень важны. Включать надо всегда обоих. А как это сделать? А вот это как раз и складывается из глубоких знаний, из изучения того, что уже наработал опыт лучших артистов, представителей искусства. И он это прекрасно умел делать. Вот сейчас как бы... Я хочу зачитать один из его вот фрагментов, из его тоже воспоминаний. Чем больше я видел талантливых людей, тем более убеждался, как ничтожно все то, что я знаю, и как много нужно мне учиться. И еще, в свободные вечера я уже ходил не в оперу, а в драму. Началось это в Петербурге, продолжалось в Москве. Я с жадностью высматривал, как ведут свои роли наши превосходные артисты и артистки. Еще Шаляпин говорил о том, что в свое время когда-то я считал, что Яшкино искусство, клоуна Яшка, это предел искусства. И пишет Шаляпин:
Теперь, когда-то Яшкино искусство мне казалось пределом. Теперь, через полвека, я уже думаю несколько иначе. Само понятие о пределе в искусстве мне кажется абсурдным. В минуты величайшего торжества в такой даже роли, как Борис Годунов, я чувствую себя только на пороге каких-то таинственных и недостижимых покоев. Какой длинный, какой долгий путь. Я считаю, что Шаляпин, помимо того, что он, конечно, гениальный человек, великолепный артист, потрясающий вокалист, автор реформатор, автор новой оперной школы, он еще удивительный философ. Вот эти все его умозаключения, высказанные вот так просто. Язык Шаляпина необыкновенно прост. Вот если начать, открываешь его книгу «Маска и душа», я все-таки больше на нее как бы вот опираюсь, потому что это сам Шаляпин. Он ее написал, но он человек был такой честолюбивый, и когда Горький, начались там споры у них по поводу гонораров за страницы из моей жизни, за книгу, и Горький говорил, что ну это же я написал-то, фактически я ее, вот литературная вся часть, это моя, то Шаляпин это так заело тогда, вот этот спор, что он решил для себя, так я же тоже могу написать, и не хуже. И вот он пишет великолепную вещь свою «Маска и душа», в которой он настолько глубоко описывает его отношение к искусству, к театру, к своим выбранным ролям, как он к ним подходил, к русскому народу, к советской России тогда, потому что он жил в то время, к перспективе развития театра. И как он злободневно там, вот сейчас меня это больше всего трогает, когда мы видим, я не знаю, как сейчас меня правильно ли воспримут, но люди, очень многие считают, что сейчас автор может делать с произведением любого классика по своему видению все, что он хочет. Шаляпин страшно возмущался по этому поводу. Я думала, что это происходит сейчас. Оказывается, это происходило и в конце прошлого века, и то есть в конце позапрошлого века уже это начало появляться. И в середине прошлого века, и даже в начале прошлого века, когда пишет Федор Иванович Шаляпин. Оказывается, это было. Оказывается, в общем-то, каким-то образом этот процесс сдерживала советская цензура. А сейчас, когда ее нет, и мы так радуемся, что ее нет, и что творец может вне всяких рамок быть свободен и делать все, что он хочет, этот творец порой, вот плохое слово, но не могу я даже подобрать другое, он насилует наше восприятие. Он нас не спрашивает, творец, каково нам это видеть. Он это видит так, и ему приятно. То есть такая вот совершенно эгоистическая позиция, на которой стоят люди, которые сейчас работают в высоких жанрах искусства, таких как опера, драма, да, вот произведения. Это, конечно, как сейчас говорят, спорный вопрос, но для Шаляпина это был вопрос абсолютно безусловный. Он знал на него ответ и говорил всегда, что да, ты можешь, конечно, ты можешь что-то переосмыслить и сделать акценты на чем-то, но ты не имеешь права ломать замысел Творца и выносить на суд зрителя совершенно иное произведение. Так не думал его создатель. Это неправильно, это несправедливо, тем более, что ты берешь произведение автора, которого уже нет в живых, и тебе не могут возразить. Поэтому вот когда я читаю, и не только это, когда читаешь Шаляпина, ты понимаешь, что в принципе он дает ответы на все наши вопросы. Не только касаемо театра, касаемо человеческих отношений. Вопросы, связанные даже с политикой. Хотя ему когда-то Горький говорил, что Федор, даже не вздумай не вступать ни в какую партию, потому что артист, человек творческий, должен быть вне всего этого. Он создает свои шедевры, и нельзя, чтобы его вот растаскивали куда-то по частям политики. Он, слава богу, послушался тогда этого совета и действительно
Конечно, он не был, вне политики быть невозможно, потому что она влияет на нас косвенно так или иначе. Но во всяком случае прямого участия он не принимал, и он занимался своим профессиональным делом. Он выступал, он пел, создавал спектакли, он их действительно создавал. И он, как любой живой человек, очень переживал, когда особенно это было в Америке, когда он много гастролировал, и там ко всему относились очень поверхностно. Так, или еще где-то, он вот описывает европейские гастроли, где-то рука была видна из-за сцены, которая что-то подавала, где-то там эти птицы пролетали не так, как надо, это было видно. Шаляпин терпеть не мог, он не выдерживал вот этой фальши в искусстве, недоделанности, несерьезного, безответственного отношения. Сам был ответственный и очень требовал этого от других. И я считаю, что этому, в общем-то, тоже надо учиться. А сколько мы видим ляпов постоянно, вот сценических ляпов, и ничего, и нормально, и зритель все съест. Вот Федор Иванович говорил, что зритель этого не съест, не простит. И самое главное, самоуважение. Он, Шаляпин, никогда таких вещей не допускал. Вот в связи с этим я считаю, что, вы знаете, нам, уфимцам, очень повезло. Вот я рассказывала что-то о Шаляпине, конечно, очень мало, но нам, уфимцам, очень повезло, потому что вот этот бриллиант, он бриллиант в культурной короне нашего, во всяком случае, города, это точно. И нам надо об этом знать. Нам надо, особенно молодым ребятам, которые вот сейчас теряют какие-то ориентиры, надо обращаться к личности Федора Ивановича Шаляпина, надо открывать книги, в которых он сам говорит с вами. Не о нем, а он сам. Лучше самого Федора Ивановича Шаляпина сказать ничего невозможно. И, наверное, надо очень ценить вот этот сам факт пребывания Шаляпина в Уфе и сделать все возможное, чтобы Уфа именно этим была тоже славна. Я думаю так. А еще я хочу сказать, что к искусству надо относиться очень серьезно. И маленький факт, который, может быть, многим известен, но мне он очень всегда нравится. Когда Шаляпин вышел и вызвал извозчика его вез и сказал: барин, а ты чем занимаешься-то? Он говорит: я пою. А извозчик говорит: да я не про то. Я спрашиваю, чего работаешь? А ты пою. Ну, петь мы все умеем. А вот что ты делаешь? И я ему сказала, что я торгую дровами, капустой, имею там лавку какую-то. Он был удовлетворен. И Шаляпин говорит: к сожалению, вот это отношение к искусству, оно сохраняется до сих пор. И мне очень хочется, это уже я говорю не от Шаляпина, а от себя, чтобы отношение к искусству у нас все-таки поменялось.